Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Хвала единому Аллаху, от которого исходит все благое, который призывает нас только к благу и предостерегает от всего дурного. Мы просим, чтобы Аллах благословил и приветствовал того, кого Он направил последним посланником, саллаллаху алейхи вассалям, и которому Он поручил передачу последнего послания. Община мусульман, в этом шумном, суетливом и скандальном мире человек ищет, к кому обратиться, кто решит его проблемы, кто выслушает и утешит его. Но сколько бы человек ни искал, какие бы новаторские средства не предлагали ему такие же люди, как и он сам, единственное решение в этом деле – вручить свои дела Господу, который сотворил этот мир и своей властью управляет всеми процессами, которые в нем происходят. Вот почему в Священном Коране говорится: «Так бежите же к Аллаху». Если тебя что-то беспокоит, то единственный верный путь – прибегнуть к Аллаху. Но для того, чтобы прибегнуть к Аллаху и чтобы Аллах встал на твою сторону, нужно отказаться от того, что вызывает его гнев, и заняться тем, что вызывает его одобрение. И после этого ты обязательно избавишься от всего, что тебя беспокоит, и ты почувствуешь покой и облегчение. Община мусульман, если спасение приходит к тому, кто ищет убежище у Аллаха, то самым надежным и возвышенным путем к этому убежищу является молитва. Когда на долю нашего благородного посланника, саллаллаху алейхи вассалям, выпадало нечто значительное и тягостное, он обращался к молитве. Поэтому молитве нужно уделять особое внимание. Когда встаешь на молитву, ты оставляешь весь этот мир позади себя и стоишь перед своим Господом. Если ты в молитве склонил свою голову в земном поклоне, то ты находишься в положении самом близком к своему Господу, и тогда обратись к Нему со своей просьбой. Однако многие не придают молитве должного значения и не осознают ее истинного смысла. Они ограничиваются поспешными движениями и формальными поклонами, лишь бы сказать «я помолился», и тотчас возвращаются к своим делам, не ощутив ни присутствия сердца, ни связи с Господом. Иными словами, вместо того, чтобы сделать молитву основанием всех прочих, даже важных дел, человек отводит ей лишь промежуточное место. Она оказывается зажатой между делами, тогда как именно вокруг нее должна выстраиваться вся остальная жизнь. В самом центре твоего сада скрыто золото. «Отчего же ты не извлечешь его?» — сказали одному человеку. Он ответил: «У меня нет на это времени», и поспешил на работу, чтобы добывать нечто лишь отдаленно напоминающее золото. Он подобен тому, кто поспешно совершает намаз и тотчас возвращается к своим делам, не осознавая, что именно от качества этой молитвы во многом зависит, принесут ли эти дела пользу или окажутся лишенными благодати. Или каково положение того, кто не стремится к утренним и вечерним дуа и зикру. Ведь твоя безопасность днем и покой ночью напрямую связаны с ними. Так куда же ты направляешься, оставляя то, что оберегает тебя и наполняет твою жизнь благодатью? Община мусульман, воистину, от молитвы зависит многое. Осознаем мы это или нет? Молитва – столб религии. Кто бережет ее, тот оберегает свою религию, а кто пренебрегает ее, тот разрушает ее основы. В судный день первым делом с человека будет спрошено о его молитве. Если она будет исправна, то успешными будут и все его дела. Если же она окажется испорченной, то и остальные дела будут испорчены, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Молитва имеет столь обязательный характер, что религия не допускает ее оставления ни при каких обстоятельствах. Ни в доме, ни в пути, ни в здравии, ни в болезни. Человек обязан совершать ее, насколько позволяют его возможности, несмотря ни на что. Последним из того, что завещал наш благородный пророк, саллаллаху алейхи вассалям, была молитва. Он вновь и вновь напоминал о ней, и с этим наставлением покинул этот мир. Если мы желаем завтра воссоединиться с
благородным посланником, саллаллаху алейхи вассалям, и быть рядом с ним, то прежде всего обязаны уделить должное внимание молитве и сохранить ее в своей жизни. Когда один из сподвижников обратился к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, со словами: «Прошу тебя о том, чтобы быть с тобой в раю», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Тогда помоги мне в этом умножением земных поклонов». Просим Всевышнего Аллаха даровать нам помощь предстать перед Ним, исполнив Его повеление без упущений и недостатков в этом великом обязательстве. Просим Его наделить наши сердца сладостью молитвы и наполнить ее благословением в нашей жизни.